общеизвестно, искусство не имеет границы. Настоящее искусство прорывает сердца людей, умы, и это тоже известная истина. Мне хочется привести слова великого русского театрального реформатора Константина Сергеевича Станиславского, который говорил: живое искусство театра самый лучший язык для взаимного понимания людей. Наверное, можно добавить и сюда взаимного понимания народов. Чувашию окружают другие республики, народы. И Чувашия всегда была дружелюбна со своими соседями. То же самое можно говорить о искусстве театра, искусстве чувашского театра. Мы хотим предложить вниманию наших зрителей, особенно любителей театра, наш спектакль «День очищения» называется. Это современная пьеса нашего чувашского драматурга Арсения Тарасова. Он много сотрудничает с театром, нашим театром. Замечательный драматург. Пьеса и спектакль заставляет, как нам кажется, задуматься о жизни, о смысле жизни, о поколениях, о взаимоотношениях людей разных поколений, о судьбе народа тоже здесь, людей, судьба людей и народов читается в спектакле. Мы будем очень рады, если мы заинтересуем зрителей, смотрящих, сидящих нас. И, конечно, хотелось бы пожелать им добра, светлого будущего, радости жизненной и, конечно же, здоровья. Всего вам доброго, приятного просмотра. Эй, хыры тура, шүлде тура. Ире булышаган тура. Пресвятая Богородица, спаси нас, наша защитница, наша заступница, наша покровительница, оберегающая нас от грехов и соблазн. Благодарим Тебя за хлеб насущный и за Твою благость к нам. Эй, хыры тура, шүлде тура. Малашнелте ырлық бар, закон күнлама күн бар. Шәр жерлеме шәр бар, әмір әмірлеме әмір бар.
Аминь, аминь, аминь. Здорово, солнце, с началом нового дня. Ну, давай, пожелай нам доброго дня. Честь имею представиться, капитан бронетанковых войск Российской Федерации Виталий Орлов. Здравия желаем! Здравия желаем! Здравия желаем, деревня Эремкасы. Здравия желаю, родные просторы. Капитан бронетанковых войск Российской Федерации Виталий Орлов приветствует вас. Здравия желаю. Здравия желаю, родимый край. Черт побери, как долго меня здесь не было, как долго я тосковал по тебе. Здравия желаю! Что стряслось? Такой шум-гам с утра пораньше. Здравия желаю, мне! Здравия желаю, мам. Капитан бронетанковых войск Российской Федерации Виталий Орлов приветствует вас! Ура! 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 О, нет! Какая благодать, мам. Очень часто они мне снились. Родная деревня, дом родной. Здравия желаю, деревне Эремкасы. Здравия желаю, родная сторонушка. Здравия желаем, Коломаны и так далее и тому прочее. Здравия желаем! Ты чего раскричался с позаранок? Разбудишь деревню? Довольно спать. Пробудись, Россия, давно пора. Так вот и проспали, и не заметили, как разграбили страну. Да, разбазарили Россию. Россия, Россия, азиатская страна. Но ничего, ничего. Ну ничего, воспрянет Россия. Мы поставим ее на ноги. Дух России, он в глубинке, в провинции, вот тут. А в городах давно европейский, американский дух. Тебе бы в депутаты идти. Ничего, ничего. Вот вернусь в деревню и начну поднимать Россию. А до этого потерпит. Россию не привыкать ждать и терпеть. Верно, мама? Конечно, терпим. А куда денешься? Не бросать же дом. Надо терпеть. Жизнь не повернуть вспять. Терпим в ожидании терпим. Ну ничего, недолго осталось, каких-нибудь лет 5. 5 лет – это тебе не 5 дней и не 5 недель. Для меня теперь и дни тянутся, как век. Ты, Георгий, поосторожней с ним. Видишь, как размахивает руками. Кто знает, что у пьяного на уме? Он не пьян.
Как не пьян? Я что, не вижу, как он ведет себя? Откуда только свалился он на нашу голову? Жили себе спокойно. Не будет теперь нам покоя. Мама, ты что, бредишь? Это же Виталий, сын твой, младший. А что, у меня еще есть сыновья? Ничего не помню. И не видела никогда. Виталий, Виталий. Так он же на войне погиб. Помню, вся деревня говорила тогда о нем. Я каждый день, поминая его, свечи ставлю. Жив он. Воевал, конечно. Жив-здоров. Военный, офицер. Вчера приехал с тобой повидаться, отдохнуть. Неужели не помнишь его? Идем. Тебе надо прилечь, отдохнуть. Тогда, может, что и вспомнишь. Мама, я это, Виталий. Виталий. Не. Ну, ага, бог. Вон, глянь, у меня тут имеется родинка, видишь? Ну, ак, курданы. Временами мысли начинают путаться. Ничего не могу с собой поделать. Жизнь прошла, и силы не те, и ум не тот. Но отпущенный срок надо прожить. А что, мама путается? Временами бывает. Родная мать не узнает. С другой стороны, ее можно понять. 6 лет меня не было дома. Неужели был так занят? В отпусках бывал, домой не приезжал. Судьба России нас волнует, а про матерей забываем. Глупость, наше бездушие. Мисаилы? Здорово! Чавах Пуланбой? Ты Мисаил? Здорово! Я не ошибся. Как бегаем? А вымахал-то как? Настоящий гардемарин. А поехали со мной, мой батальон. Ну-ка. Подойди сюда. Ты что, не помнишь меня? Я же твой дядя, дядя Виталий. Давай поздороваемся. Ну уж, если гора к Магомету не идет, то Магомет пойдет к горе. Ты что, боишься меня? Да ладно. Да ладно, не бойся, не трону. Ах ты шельмец. Немало смешных и забавных историй рассказывал про тебя в армии. И все хохотали. Ну-ка, здорово, свар. Дай лапу, поздороваемся. Ну.
Соломона. Фу, о, красота! Ну и оба! Ну что, капитан бронетанковых войск, получил боевое крещение? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас что, припадок? Так точно! Так точно, припадок. А вы перевернитесь на живот или на бок. В таких случаях ставить ложку между зубов. Ложку? Зачем? Чтоб не захлебнуться. Я слышала. Я тоже слышал такое. А что, если вместо ложки палочку вставлю? Можно? Обманщик. А я подумал, у вас правда припадок. А вам этого очень хочется, как я погляжу. Тогда, пожалуйста. Совсем не смешно. Наверное, это у вас после Чечни? Чечня – это Чечня. Это святое. Прости. Просто я сегодня в хорошем расположении духа. Душа моя тает от такого блаженства, тает, как снежинки на губах. Я вернулся в родную деревню. Послушай, разреши прокатиться на твоем велосипеде. Давнишняя мечта. В детстве не удалось накататься вдоволь, другим завидовал. У вас что, не было велосипеда? Не было. Мама не в состоянии была купить нам велосипед. В обмен за яблоки я умудрялся кататься на чужих. Как это? За яблоки. А очень просто. Я им яблоки, они мне велосипед. 5 яблок, на полчаса велосипед твой. Хотите, я и вам могу вынести яблок? Нехорошо, когда ребенок лишен каких-то радостей, удовольствий. Это может рождать чувство зависти, когда у других есть, а у тебя нет. Будь у меня ребенок, ни в чем бы ему отказа не было. Все у вас впереди. Вот выйдете замуж, и пойдут дети у вас и не один, а полна лавка. 1, 2, 3, 4. Замужем я 4-й год, а детей нет. Прошу прощения, неудачно пошутил. Не горюйте. Вы еще молоды, все у вас будет. Ну как, могу я сделать хотя бы 1 круг? Пожалуйста. Тетка Дерюк дома? Вы к ней? По пути решила занести парного молока. Оставь, потом занесу. Ну-ка, попробуем. Лет 20, наверное, не катался. Не понесет? Садись. Я буду таксист, а ты пассажир. Другой раз бы дорого запросил. Ну, а такой красивой девушке бесплатно. Чья ты будешь красавица? Что значит чья? Ну, ты же не выросла, как гриб после дождя. Я не здешняя. Любопытно. Где могла родиться такая красавица? В Самарской области. Точно. Тут-то, смотрю, знакомое лицо. Точно, с Самары. Я там службу проходил в Кучуме. Слышали про Кучум? Это недалеко от нас. Там моя сестра вышла замуж за лейтенанта Потапова. Может, даже знаете его? Потапов? Не припомню. Прошло 8 лет. Какая судьба привела вас в наши края? В поисках счастья. Ну и как? Нашли?
Не понял. И да, и нет. Бывает такое. Иногда сам не разберешь, то ли счастлив ты, то ли нет. А сегодня точно я знаю, я счастлив, с лихвой. Могу и тебе одолжить. Проси, одолжу, не скромничай, проси, пока я добр. Мне так захотелось поделиться своим счастьем. Садись. Значит, ты невестка нашей деревни, а точнее, чья? Баданова. Владимира Кирилловича. А кого же осчастливила такая красавица из их семьи? Жену только вроде знаю. Его зовут Алеша, младший сын. Алеша? Не помню. Работает в школе, биолог. Ну и как? Хорошо учит. А Владимир Кириллович был хорошим учителем. Дети любят. Ты, конечно, любишь больше всех. Нет сомнений, если человек в Самарской области решился перебраться сюда. Впрочем, это ваше личное дело. Ну, каков наш маршрут? До Суходола, а дальше я сама. До какого пункта я сама? Могу довести. Дальше нельзя. Понял? Шлагбаум. Дальше позиция врага заминирована. Ну, тогда крепче держись. Люблю быструю езду. Кто куда, а мы вперед и далеко. Мисаил, куда увез тот мужик тетю Маришу? Что сказал ей? Что она ему сказала? Зачем она уехала с ним? Да ну тебя! Мисаил, одолжи денег. Я верну. Ей-богу, не вру. Вот тебе крест. Ты ведь хороший мальчик, Мисаил. Прошу тебя. Душа болит. Ты же всегда понимал тетю Соню. Одолжи. Эх, Мисаил, и ты не хочешь понять мою душевную боль. И тебе не жаль тетю Соню. Завтра же верну. Завтра же. Не волнуйся. Тетя Соня никогда не обманывает. Завтра же вернет. Salam.
Привет, Георгий. Георгий. Не хочешь со мной здороваться. Все верно. Старые вещи, как ненужные, выкидывают. Об этом мы с тобой говорили. И не раз. Ты опять выпила. Когда-то я даже подвыпившая тебе нравилась. И сам угощал вкусным вином. А сейчас я тебе противна, да? Конечно, ты теперь городской, большой человек, жена интеллигентка, а кто я? Деревенщина, спившаяся женщина. Мы вам нужны только для янтого дела. Сделали дело из глаз долой. Я права? Господи, что я болтаю? Прости, прости, Георгий. Сама не ведаю, что творю. Я действительно тебе противна. Прости. Соня, извини, но мне действительно надоели твои пьяные разговоры. Нет сил больше тебя слушать. Прости за прямоту. Ну, надоело. Я тебе надоела? Вот как. Видите, ему это противно, ему это надоело. А знаешь, все мои беды из-за тебя. Ты во всем виноват. До тебя я жила нормально, спиртного в рот не брала, не слонялась, как сейчас, и я была не хуже других. Постой, что я болтаю опять? Георгий, прости ты меня, дуру. Ругай меня, бей. Может, поумнею. Муж меня бил. Бил за то, что не любил его. Поэтому я и ходила гордо. И ты ударь меня. Я тебе сейчас ударю. Совсем обнаглел? Зачем позорить человека? Георгий, ты мне сын или нет? Что ты вытворяешь? Зачем ломать ей жизнь? Она и так несчастна. Мама, не вмешивайся, сами разберемся. Молчи. Значит, в деревне не зря болтаешь, что из-за тебя Соня спилась. Бессовестный. Тетка Деру, не говори так. Сама во всем виновата. Сама дура, сама виновата, а не Георгий. Я, думаюсь, возьму себя в руки. Георгий не виноват, не надо его ругать. Защитница нашлась, виноват. Зачем меня так позорить? Они приедут и уедут, а мне здесь жить? Как мне потом смотреть в глаза сельчанам, тебе? Вон как опустилась, а какая была. Георгий, тебе на Соне надо было жениться. Женился на какой-то городской. Не появлялась ни разу, в глаза не видел я ее. Это как называется? А Соне жили бы душа в душу, и я была бы спокойна. Мама, что ты несешь? Хочешь, чтоб я бросил жену? Соображаешь, нет, что говоришь? Я бы молчала. Вот тут не молчит. Поживи-ка одна на старости. Поневоле заговоришь. Теперь вот Соню обидел. А ведь она ухаживала за мной. Теперь и вовсе перестанет ходить к нам. Мама, не начинай. Думаешь, мне легко? Мне легко.
У меня сердце не болит. Родила, вырастила. И какой толк от детей? Мама, прошу, не начинай. Еще раз говорю, прекрати. И жить-то незачем. О, Господи, за что мне такие мучения? За что меня Бог так наказывает? Вот возьму и уйду в дом престарелых. О, Боже, все из-за меня. Господи, зачем только родила меня мама такую несчастную? Долюшка моя горькая. Чего тебе, Мисаил? Нет, нет, ты что? Нет, нет, больше не надо. Тех денег достаточно. Не надо больше. Завтра же верну. Тетя Соня не обманет. Грех на душу не возьмет.
Грехов у нее без этого достаточно. Жизнь не удалась. Грешна. Грешна. Но это последний раз. Последний. Завтра же верну. Тетя Соня не обманет. Не обманет. Соня пулдала за жылыға Эх, бедненькая, погубит себя. Опять денег дал. Я же просила, что больше не давал. Если с ней что-то случится виноватым, ты окажешься. На водку просит она деньги, пьет, себя губит. Объясняю тебе, объясняю, а ты никак толк не берешь. Больше не давай. Наш Мисаил пьян, сильно пьян. Что теперь делать с ним, как быть? Эх, бедняга, если б судьба не обделила, и ты мог пойти в артисты, мог бы, парень ты с норовом. Но у каждого своя судьба, а у тебя вон как вышло. Видно, Богу было так угодно, ничего не поделаешь. Только вот почему именно с тобой судьба обошлась так жестоко? И ты мог стать таким же, как мои Георгий и Виталий. Господи, не бросай его, оберегай. Мам, что случилось с Соней? Она что, выпивает? Сейчас встретил, просто не узнать. Опять у Мисаила деньги просила. Говорила ему не давать, больше не приучать. Мне показалось, сильно выпившая. Есть такая слабость у нее. Говорят, муж ушел от нее, на заработки выезжал, а в последнее время вовсе не видать. Конечно, Соня была бы неплохой невесткой, была бы хорошей помощницей.
Говорят, они с нашим Георгием дружили. Я сама от людей только узнала. А что, жена Георгия не навещает тебя? Не бог весь, где живут? Когда-то давно приезжала один раз. Больно высокомерный, говорят, дочь большого начальника. Ее родитель в глаза не видела. Я-то переживу, обойдусь без них, лишь бы у Георгия было все ладно. Я сама себе строила жизнь. И дом построила, и надворные постройки сама своими силами. Может, мне тебя к себе забрать? Помирать на край света ни за что. Мой край тут, рядышком, за околицей. Помирать уж дома, в родной деревне, и лежать рядом с твоим отцом. Только почему-то Бог не забирает. Заждалась уж. Баня готова? Сейчас затопим. Лишь бы вы были счастливы, вам жить, а я Богом отмеренный срок прожила. Остается только доживать свой век.
Ты почему себя так ведешь? А что такого я сделала? И зачем ты залезла на его велосипед? Велосипед не его, а наш. Тогда зачем посадила его? Попросил прокатиться, ну, я разрешила только и всего. А если люди увидят, ну и что? Подумай головой, что они могут сказать. Велосипед па! Ну и что скажут с чужим мужчиной на велосипеде? И так ходят слухи. Какие слухи? Какие? Это твоя мама распускает слухи. Невестка оказалась бесплодной. Еще неизвестно, кто бесплодный, я или ты. Вот возьму и рожу. От него? От него. А что? Он военный, здоровый. Что? Постой. Опять ругаетесь. Господи, погубила ты моего сына окончательно. Откуда только ты свалилась такая непутевая на нашу голову? Ты жена не от Бога, а от дьявола. Господи, за что это нам? За какие грехи? Мама, оставь нас, сами разберемся. Это ты-то разберешься. Подкаблучника превратился. А дальше что от тебя ожидать? А ну-ка, дыхни. Ты что, мама? Кому говорят, а ну, дыхни? Зачем? 100 раз не буду повторять. Дыхни. Лёш, ты что, выпил? Слава Богу, показалось только. Смотри, не смей даже в рот брать. А ты, невестушка, что прикидываешься? Ты испортила моего сына. Он никогда не был таким, всегда был такой хороший, потому что мы его правильно воспитывали. В нашей семье никто никогда не пил, и дома не держали эту дурь. Околдовала ты его. Мама, прекрати. Теперь стал матери прикословить. Хорошо, что отец не слышит, в гробу перевернулся бы. Мама, ты бы на жену так кричал, а не на меня. Не можешь ее держать в строгости. Привез неизвестно кого, говорила, не торопись, не послушался. Женился бы на Галине Петровне, отцом бы стал давно. Какая-то семья без детей. Я вам никогда зла не желала и не перечила никогда. Молча терпела ваши оскорбления. Думала, все это временно, все наладится. А нет. Но терпению пришел конец. Довольно. Зачем вы меня обвиняете? Но если вам так угодно, пустите в дом невестушку Галину Петровну, а я буду счастлива без вас. И ребенок у меня будет, вот увидите. Мама, ты рушишь нашу семью. Оказывается, у них семья. А я что, не семья тебе? Беги за ней, догоняй. Потом ко мне же прибежишь. Эй! Эй! Эйте! Это ты мне? Конечно, тебе. Тебя обращаюсь, а не к дереву. Слышь? Дальше что? Слышь, собери свои манатки и кати. Даю тебе 45 минут. Ну, еще 5 минут могу добавить. Это понятно. Не понял. Это понятно. Всем известно, что прапоры, они чокнутые. Хочешь анекдот? Вообще-то у тебя времени в обрез собираться надо. 3 минуты прошло, осталось 42 минуты. Что тебе надо? Кто ты такой? Послушай, может, ты не прапор? Никак толк не возьмешь. Не понимаешь? Могу вразумить. Не с добром ты пришел, как я погляжу. Если разговор есть, сядем редком, поговорим лотком. Говорить с тобой. Мое слово твердо, 45 минут и звонок. Через час вернусь, проверю. Если не уедешь, пеняй на себя. Я предупредил. Конец связи, прапорщик. Все. Тебе понятно? Время пошло. Время пошло, собирай вещи.
Что за шайка банды у вас тут? Вы что, сговорились? Предупреждаю, в гневе я опасен. Я человек, который побывал в аду. Баня – это хорошее дело. Давно мечтал о деревенской бане. В деревне даже вода и жар особенный. Дай сюда ведро, сам натаскаю воды. Все равно без дела сижу. Что с тобой? Раны? Раны, ерунда, прошли они. В спину стрельнуло, какой-то артналет, непонятно. Конкурентам ты дорогу перешел. Кому я мог перейти дорогу? Поставь Федор, подойди ко мне. Проучить бы как следует хренового артиллериста. Заехал не на шутку. Бизнес есть бизнес. Жалости не жди. Силен, как медведь. Был бы нормальный, забрал бы к себе. Жаль парня. Мог бы стать кем-нибудь не хуже нас. А где он научился играть на гармошке? Отец его, дядя Костя, был мастак, не помнишь? Помню. Кажется, в тюрьме же умер. Знаю со слов матери. Помню жену, тетю Манюк. Облил бензином и поджег. Страшно вспоминать. Была осень, как раз закончили уборку картофеля и собирались обедать. Мисаил, наверное, после этого стал таким. Ну, здоров! Благодарю за службу! Не понял. Деньги он просит. Деньги? Какие деньги? Вместо тебя сходил за водой. Вот это его бизнес. Бабульки приучили. Он им воды натаскает, а они ему деньги. Вот хренов бизнесмен. Я тут только червонцу, за одно ведро червонец. Капитализм и до деревни добрался. Держи, коммерсант. Что? Мало? Тогда вообще не получишь. Мисаил! Мисаил! Кликните маму. Он только ее слушается. Мама. Что стряслось? Мисаил украл деньги у Виталия. Позови его. Тебя он слушается. О, Боже, за ним этого никогда не наблюдалось. Чужого никогда не трогал, не замечали. Бог знает, что у него в башке творится. Мисаил, поди сюда. Конфет куда? Зачем тебе его деньги? Я тебе свои дам. Солдат,
опережение! На опережение! Вот смотри, сколько у меня денег. Как звенят, как красиво звенят. Не трогай. Не надо. Сами разберемся. Не такой уж он озорник, нормальный мальчик. Ты ведь хороший мальчик. Господи, что тебе сбрело в голову? Хорош мальчик, нечего сказать. У меня там все отпускные деньги. А если бы он их где-нибудь выкинул? Отдаст, сейчас отдаст. Чужого он не возьмет. Мисаил, что там у тебя? Дай взглянуть. Покажи, что ты взял у дяди Виталия. Чего с ним церемонишься? Сейчас от него еще уши надеру. Не надо, иначе возненавидит тебя. И меня разлюбит. А мне без него плохо. Он сам все понимает. Что ты делаешь? Положи на место. Так нельзя. Иначе я заплачу. Тебе хочется, чтобы я плакала? Ему не деньги нужны. Ему нравится, как они звенят. Теперь понятно? Ты его бизнес отнимаешь, а бабульки ему платят. Чертов бизнесмен. Душа в пятки ушла. Остался бы без отпускных. Вот тебе и дурачок. Если бы не Мисаил, ни его помощь, нам бы было худо. Молодец он у нас, умница. Он моя жизнь. Совсем ослабла наша мама. Капитан! Капитан бронетанковых войск! Орлов! А, это ты? Можно тебя? Разговор есть. Слушаю. Капитан бронетанковых войск. Ты... Мне... Вообще-то зовут меня Виталий. А ты Мариша? Мой Алеша сюда не приходил? Алеша, твой или не твой, не знаю, но был тут один. Не совсем понял цель визита. Значит, это твой ботаник. Не ботаник, а биолог. Ты его не тронул? С глупцами связываться себя запачкал. Показал свой характер, задирист, но труслив. Алеша не трус. Но драться он не умеет. Никогда ни с кем не дрался. Он хороший, добрый. Я бы не сказал, но пить, кажется, не умеет. Он что, пьяный был? Мне так показалось. Если он трезвый такой, то мне вообще непонятно, какого рожна ты приехала сюда в поисках счастья. Впрочем, это не мое дело. Он вообще не пьет. Только зачем проболталась о том, что хочу от тебя ребенка? Не надо было говорить.
Мы с ним ничего не скрываем друг от друга, поэтому ляпнула. Шаван башишка орум. Манран? От меня? Аша? Ребенка? Яджасинчен калаш Какого атмарес. ребенка? Объясни. Что рожу от тебя ребенка. Я А схуда ты уверена, что ты ямани. трезвая? Ты что? Я даже запаха не переношу. Я буман западери мербуха. Совсем запутала. О каком ребенке идет речь? Почему ты должна рожать от меня, а не от своего ботаника? Ну, ты военный, значит, здоровый. Добавок красивый. А с Алешей мы живем 4-й год, но не получается. Так тоскливо без ребенка. Нам очень нужен ребенок. Перед сельчанами стыдно. И от матери, от его матери. По этой же причине света белого не вижу. Ну, надо Ну, это понятно. Манба. Не ты ли говорил, был бы не прочь такую заиметь? Аль. Тюрехи? Что, вот так сразу? А чего тянуть? Я буду тюрек Ну, полтора маста пуль. я так сразу не могу. А что, проблемы? Война сказывается. Унгама! Малдан. Дело не в этом. Всего Сначала хорошего, надо Владимир. познакомиться поближе, узнать друг друга. Как же без этого надо обдумать? Малдан шубу что забухам. Сколько надо тебе времени на обдумывание? Когда надумаешь, скажи, и я приду. Сколько времени? Ну, трудно ответить. Тихо. Ложись. Ложись! Следуй за мной. Зачем? Мы же не договорились. Проводить могу. Георгий! Как мне тебя забыть? Как вырвать из сердца? Прости меня, Георгий. Жизнь моя разрушена, но твою нельзя трогать. Не падать духом, все будет в порядке. Возьму себя в руки. Евгений Кредит. Евгений Кредит. Евгений. Все будет в порядке. Хамах. Хамах, мисей, хамах.
Капа? Китеру Капа? Рапорта! Тетя Дерук, где прапор? О О чем ты? Не разумею. Прапор Прапор, тот военный уехал? Спроси у детей, они, наверное, знают. А ты чей будешь? Сразу не узнала. Вроде знакомый. Младший сын Владимира Кирилловича Алеша. Значит, ты Алеша, сын Владимира Кирилловича. Давно не видела, сразу не признала. В голове такая путаница. Кажись, вы с Маришей помогали картошку сажать? Не помню. Поблагодарила я вас тогда или нет? Спасибо большое. Дай вам Бог здоровья. Хорошие вы люди. Отца хорошо знала. Учитель он был. Детей моих учил. Тетя Дерук, я вот что хотел сказать. Останови сына, иначе это добром не кончится. Дети славные. Слава Богу, за них я спокойна. Достойными людьми выросли. Постой, Алеша, о чем ты? Что плохо кончится? Моей Марише липнет. Кто? Мои сыновья? Тот, военный. Но я не позволю насмехаться надо мной. Пустое говоришь. Мои дети не способны на это. Насмехаться над Маришей. Я знаю, что говорю. Мои дети способны на это, Боже, позор, стыд и срам. Неужели таких сыновей я вырастила? Позор. Мои сыновья опозорили женщину. Я его опозорю, пусть только тронет. Скажи ему, пусть выкинет из головы мою Маришу. Один погубил жизнь тети Сони, другой на мою Маришу зарится. Не позволю. Пусть немедленно покинет деревню, иначе добра не жди. Боже, какой позор. Как людям в глаза смотреть. Я же их учила только добру и порядочности, учила уму-разуму. Что же получается теперь? Ну, не опозорил, но приставал. Проучу я их. Меня так позорить на старости лет. Из себе жизнь поломали. Во всем себе отказывала, чтобы они выросли достойными людьми. Последний кусок им отдавала. Они теперь так наглеют. Придется вразумить. Я свое слово сказал, я предупредил. Ты что, совсем уже? Брось палку. С тобой, дураком, не стоит связываться. Мои дети так распустились. В детстве я на вас не поднимала руку. А теперь держитесь. Пусть уедут в свой город обратно. Жили до сих пор без них. И дальше проживем. Толку от них никакого. Приехали только позорить меня.
Георгий, маме плохо, на полу лежит. Кажется, не дышит. Ну, напугал ты меня. Я и сам не на шутку испугался. На полу лежит, подумал, сознание потеряла. Почему ты спала на полу, а не на кровати? В доме такая духота. А на полу в щели прохлада несет. Дышать легче. Напугал ты нас. Испугали, что ты умерла. Пугаться не надо. Мне уже давным-давно пора на тот свет. Время подошло. А Бог не забирает. Заждалась уж. Не спеши туда. Поживи еще тут. Тебе внуков надо повидать. С собой надо было привезти. Младшенький еще очень мал. Чуть подрастет, привезем. Старшего привозили, это было очень давно. Помню, на коленях убаюкивала. Поди совсем большой стал. И в школу, наверное, бегает. Сколько ему? Нынче 18 исполнится. Вот как долго живу я. Привез бы его на лето сюда, в деревню, ухаживал бы за бабушкой, чем в городе сидеть, чахнуть, приехал бы сюда. Они с женой летом выезжают на море. Какое море, когда тут такая благодать, а воздух просто кристальный. Пусть привыкают к деревенской жизни. Настоящая Россия, она здесь, глубинка. Земля нам силы придает. Мудрыми были вожди в Древней Руси. Им не нужна была Европа. Глаз положили на восток, завоевывали их земли. В Европе ни земли, ни нефти, ни газа, ни золота, никаких ресурсов. А портит нас Запад. Поэтому нам надо держаться Востока. Солнце сходит с Востока. Но почему-то Европа богаче нас. Сами и сделали ее богатой. Вечно угождая. Но времена меняются. Это чувствуется. Ты что, тоже учитель, как Владимир Кириллович? Какие умные слова говоришь. Он был такой умный. Мам, что ты? Я военный. Солдат. Офицер. Позабыла? Да-да. Солдат. Временами путаюсь, особенно после дневного сна. Конечно, не надо бы днем спать, но сон одолевает. Вот сейчас умоюсь, и все пройдет.
Шекленедіп де. Боюсь только. Шапла. Вот так. Адашса. Могу уйти из дома Тухса кайса. Шугала. и не вернуться. Исаила. Мисаила все время прошу, Хыдарса. чтоб за мной присматривал. Халь ыштағалы. Но где же он? Не видать что-то. Может, Может, обидели вы его? Не обижайте его. Мы тут, старушки, без него, как без руки, без ног. Где же он? Пойду, погляжу. Баня готова? Почти готова. Тогда идите, помойтесь, пока хороший жар, идите, попарьтесь, иначе какая-то баня. А я пойду попозже. Заодно позову соседку Лиду. Пусть помоется у нас. Нам хлопотно топить баню. Вот вместе и помоемся. Радостно сердце от встречи с родной деревней, а в душе боль, глядя на страдания матери. Стара стала. В последнее время совсем стала плоха. И ничего не можем поделать. Ничего не можем поделать, а надо делать. Есть же какой-то выход. Так дальше нельзя. До каких пор ей одной мучиться? Баня готова. Можете идти, пока жар сильный. Сейчас полотенце вынесу. Виталий, капитан. Зачем пришла? Приветливо встречаешь? Значит, не рад. Сейчас твой примчится. А сериалы мне не по душе. Не придет. Я ему все объяснила, и он понял. Смелая ты, однако. В этом деле надо быть решительной. Только вот мне трудно решиться. Как же ты в Чечне воевал? Не страшно было? Все было. Куда же теперь твоя смелость подевалась? Я думала, военные все отчаянные. Или я тебе не по нраву? Утром, помнится, нравилась я тебе. Дело не в этом. А в чем? В ребенке, понимаешь? Именно ребенок нужен нам. Одна встреча и все. Потом разошлись. У каждого своя жизнь. А жить потом как? Выкинуть все из головы и не вспоминать? Где-то на стороне. Твой ребенок и спокойно жить, и не думать об этом не смогу. Не бойся, мы ему обеспечим достойную жизнь. Алиментов от тебя не надо. Деньги у нас у самих есть. Своему ребенку? Нет, нет. Я так не смогу.
лайық сенбегех түйін. Черствый ты человек, капитан, хотя на первый взгляд этого не скажешь. Не понимаешь ты чужого горя. А я так надеялась на тебя. Жаль. Я его маленького, крошечного, и чувствовать уже начала. В мыслях представляла его глаза, уши, нос, и как мы гуляем с ним, качаемся на качелях, как цветы собираем и плетем веночек. А ты... Подожди. Нет, нет, нет. Это же ребенок, живая душа. Моя кровиночка, крошка моя. Нет, никаких индийских фильмов, никаких сериалов. Соня? Неужели это ты? Виталий! Здрасте. Что с тобой? Ты здорова? Да пьяная. Вот такая нарисовалась перед тобой. Стыд и позор. Это пустяки, а я подумал, какая беда стряслась. Просто голова закружилась. Может, проводить тебя до дома? Нет, нет. Я сама дойду нормально. Неловко мне перед вами. Простите. Опять артналет. Что засуетился? Опять ты. Пришел. Ты Марушу обидел. Я? Чем же я ее обидел? Об этом хотел у тебя спросить. Она сама сказала, что ее обидели? Глаза красные, значит, плакала. Может, она плакала из-за тебя? Твои выходки довели ее до слез. Ты сначала узнай. Я бы на твоем месте на коленях у нее попросил прощения. Да передо мной не мешало бы извиниться. Перед тобой? За что? Сбиваешь людей с толку, без причины грешишь на жену. Не смей поминать ее имя. Такую жену на руках надо носить. Молиться на нее. Как хорошо ты знаешь мою жену. Откуда, когда, что вас сближает. Откуда ты взялся такой бестолковый? Видать, откуда ты знаешь про мою жену? Видать, с тобой по-хорошему нельзя, с тобой по-другому надо. Надоел ты мне. В гневе я страшен. Не подходи, а я могу быть еще страшнее. Не позволю издеваться над собой. Я еще вернусь. У вас тут настоящий сериал начинается. Если вовремя не остановиться, поздно будет. Как говорится, близок локоть, да не укусишь. Имеешь в виду Соню? Хотелось бы знать, что происходит между вами. Мама говорит, из-за тебя муж бросил ее. Решил молодость вспомнить. Я помню, как ты влюбленный бегал за ней. Что так далеко зашло? Ты за собой следи. Нет, с моей стороны никакой love story быть не может. Слово офицера. Для солдата крепкий тыл свято. Ну, прямо настоящий индийский фильм. Только будь осторожен. Тут нет темы для развития сюжета. Один из героев пить не умеет, но напился. Вот и весь сюжет.
Но голову не теряй. Мне по душе не индийские фильмы, а боевики. Что с тобой? А что с рукой? Что, больно? Давай, подую. Пройдет. Да цела твоя рука. Поболит, поболит и пройдет. Хочешь сказать, дядя Виталий виноват? Ты что, обидел его? Не смейте обижать Богом обиженного. И он мог стать таким же, как вы. Не смейте. Не смейте обижать. Мам, ну что ты? Как ты могла подумать? Он руку поранил, а показывает на тебя, поэтому подумала, что ты обидел. Мисаил, скажи, чем я обидел тебя? Грех обижать таких людей. Идем, одеколоном смажу. Идем, перевяжу. Çat, millet birliğini yapılacak. Bu yaptın tutları, kilit tutları. Будь моя воля, баню перевез бы к себе, каждые 3 дня топил бы. Наверное, позабыл запах веника. Натопили так, что дышать невозможно. У меня только 6 шкур, чтобы терпеть такой жар.
Эвердюхне. Вот так иногда задумаешься и не можешь понять, какого рожна надо было уезжать из деревни. Жил бы да поживал, как предки. Жили же отцы, деды в деревне. Век свой вековали, ни о каком городе не помышляли. Нас вырастили достойными людьми. А нам подавай город. Разбрелись по белу свету. А ведь подумать страшно. Мы, как Иваны, не помнящие родства. Нет ни роду, ни племени. И с тобой, брат родной, видимся очень редко. Ты что, с молодости любил так философствовать? Или я просто не знал? А вы, старшие, когда с нами считались? А помнишь, ты сам какой был? Веселый, задорный, проворный. А сейчас ходишь весь подавленный. Стареем. Когда в жизни все ладно, человеку некогда стареть. Что? В семье не лады? Все нормально. Идем. Баня остынет. Дома тоже проблемы. Георгий, как быть с мамой? Так дальше нельзя. Перед сельчанами неудобно. При живых, здоровых сыновьях живет сиротой. Тут почти все так живут. Как у других, меня не волнует. Мы должны оставаться людьми. Чувствую, меня обвиняешь. Ты же живешь не так далеко. Я и так при первой же возможности стараюсь приезжать. Но у меня тоже своя семья, свои дела. Мама не вечна. Неужели на зиму нельзя к себе забрать? Квартира у вас большая. Тебе не понять. Домашние должны с пониманием отнестись. Значит, они и маму, и тебя ни во что не ставят. Но тебе не понять этого. Они совсем другие люди. Они интеллигенты. Ну и что? Ну и что, что интеллигенты? Они же не бездушные. Не пожалеют маму. Она же им не чужая. Мать зятя. Да мама сама не согласится жить вместе. Сам подумай. Тесть мой в прошлом главный инженер крупного завода. Теща профессор, доктор медицинских наук. А то наша мама. О чем они будут говорить? К тому же они не знают нашего языка. С болью в сердце я немало думал об этом. Ну ладно, больше можешь не ломать голову и не теребить душу. Я твердо решил. Приеду в часть, напишу рапорт и без оглядки домой. Жить можно и здесь. Генералы я не стремлюсь. Я тоже вернусь. Ты что? Оставишь свою благополучную, интеллигентную семью? Они тебя не поймут. А сам ты здесь один без семьи сопьешься. А пить есть с кем. Как я понимаю, с Соней опять нашли общий язык. С Соней поженимся. Поженимся? Ждал, пока дочка закончит школу. Решение твердое. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ты же сам поддел Соню. Значит, это правда? Скрывать не стану. Я разрушил жизнь Сони. Мне же ее наладить.
Иначе пропадет. Водка погубит ее. А моя жизнь... А что тут говорить? Виталий, капитан! Я предупреждал. Не показываться матери на глаза, иначе попадет от нее. Я о другом. О чем? Алеш не приходил? Совсем взбесился. Хотела предупредить тебя, иначе он может натворить что-нибудь. А потом... Отвечай. Хорошо. Буду осторожен. А с тобой ничего не сделает? Нет. Меня он не тронет. Он хороший. Выпил, вот и скандалит. Протрезвеет, успокоится. Опять вместе. Воркуете, как голубки. Алеша, успокойся, я потом тебе все объясню. Что ты мне хочешь объяснить? Не слепой, все вижу. Отойди. Алеш, прекрати, ничего же не было, понимаешь, ничего. Отойди, кому говорят. Сначала с ним поговорю. Прапор. Я, кажись, предупреждал тебя, чтоб через час ноги твоей не было тут. А ты все здесь? Время вышло, звонок прозвенел. Я предупреждал. А ты, ботаник, вижу, совсем отупел. Иди, проспись. Кто тебе сказал, что я биолог? Мариша, да? Видать, совсем сблизились. Послушай, братец. Какой я тебе братец? С каких пор? А может, своя? Тоже мне братец. Отойди, Мариша, иначе и тебе не сдобровать. То, что ты не из понятливых, я понял. Давай поговорим тогда по-мужски. Предупреждаю, чтоб потом не пожалел. Я попытался с тобой по-хорошему, просил успокоиться, с миром вернуться домой, но ты не внял моим словам. По-хорошему не хотел, теперь будет по-моему. Отойдем. Не трогай Маришу, никто тайно не разобьется, не подходи. Ты убил его? Не дышит. Скорую вызывайте. Что ты наделал? Бездушный, страшный человек. Я же просила его не трогать. Сейчас очухается. Что у вас тут происходит? Кое-кто нажрался и отключился. Почему ты плачешь? Не плачь, Мариша, я же люблю тебя, и я тебя. Вставай, пошли потихоньку. Больно? Я же просила тебя, а ты не послушался. Пошли.
Ты опять навеселе. Не хотела. Честное слово, не хотела. Сорвалась, не выдержала. Прости меня, Георгий. В последнее время совсем раскисла. Надо бы остановиться, но не могу совладать с собой. Загубишь ты свою жизнь, если не остановишься. Разве это жизнь? Кому она нужна? Мне она противна. Как бы ни было, возьми за ум. Зачем? Жить вот так? Жизнь не мила. Так нельзя. Жизнь продолжается, а моя кончена. Никому я не нужна. И мне никто не нужен. Когда-то мне очень хотелось быть нужной. Не получилось. Молчишь. Понимаю. Проще было бы, если бы я ничего не понимала. Но на жизнь проще смотреть не умею.
Идем. За цей раз. Провожу тебя. Юлашки желаю. Последний путь? Унбеканга. Не говори так. Кебер урлы. Хажар сая. А назад. Не надо. Эбе хама. Я сама. Я лумиджи. Стыдно будет тебе перед сельчанами. Ты человек уважаемый, а я Соня алкоголичка. Про нас и так ходят слухи. Мне надо было скрывать свою любовь к тебе. Вот такой глупый и безвольный я стала, Георгий. Соня, я тебе вот что скажу. Насчет пьянства. Пить я могу бросить, стоит только сильно захотеть. Пью не от того, что мне хочется, а чтобы успокоить душу. Я брошу. Брошу. Вот ты уедешь, я приду в себя, успокоюсь. Время лечит, все забудется. И твои мучения покажутся такими ничтожными. Я все понимаю, прошлого не вернуть. У тебя своя жизнь, своя семья, а моя распалась. Сама и разрушила. Ну ладно, что было, то было. Скоро зима придет, и все снегом заметет, и все кругом тогда будет белым-бело, и жизнь можно начинать с белого листа. Зима, белый снег. Мое любимое время года. Зачем рассказываю все это тебе? У тебя в голове совсем другие мысли. Быстрее отвязаться от меня. Я права? Своей болтовней надоело. Одним словом, и отпуск испортила тебе. Глупости не говори. Уж ты не обижайся на меня. Ты действительно был мне очень дорог. Из-за тебя разрушила свою семью, но не ты сама во всем виновата. Сама все начала, заведомо зная, чем это кончится. Только не могу понять, как я опустилась до этого, как перешла черту. Теперь я понимаю свои ошибки. Но вот так сразу остановиться сил не хватит. Ну ладно. Довольно тебе голову морочить. Ухожу. Ухожу. Отвернись и не оглядывайся.
Ты что, лекарства глотаешь? Бывает. В экстремальных случаях, когда в душе накипело, видимо. Ну и как дела Сони? Это все из-за нее? Ты таблетки глотаешь, она водку глушит. Прости, конечно, но я никак не разумею, во что индийский фильм. Баня стынет. Не надо больше, жарко. Терпи, солдат, генералом будешь. Иди, ты тоже помойся в бане. Дяди там парятся, они тебя попарят, не обидят тебя. Иди, иди, а то весь пыли чумазенькой бегаешь. Баня парит. Баня моет. Баня лечит. Георгий, вот и отпуск твой идет к концу, и мне осталось недолго. Нельзя маму одну оставлять, знаю. Надо что-то решить, если знаешь, ты старший, и тебе не мешал бы мозгами пошевелить. Ты наследник. Пойми, Георгий, не могу я все бросить и приехать. Там моя жизнь, там солдаты. Я перед ними несу ответственность. Да, ты военный офицер, привык командовать над другими. Все тяготы жизни хочешь взвалить на мои плечи. Георгий, ты тут живешь, час езды до города. По мере сил я и так стараюсь. Что я еще должен делать? Да, парятся они, парятся. В баню ходят, парятся. Ты тоже пойди к ним, попарься. Баня парит, баня моет, баня лечит. Иди, попарься с ними. Жить ей осталось недолго, от силы 2-3 года протянет. Неужели это время не можете потерпеть? Примитивно мыслишь, как деревенщина. Ты что, не имеешь права голоса или сам живешь как квартирант? Неужели мы, сыновья, не можем родной матери обеспечить спокойную старость? Я бы взял к себе. Дорога дальняя. Пути может не выдержать, и придется вернуться, ввести ее обратно к гробу. Ты рядом. На твоем месте послал бы всех куда следует, но маму забрал к себе. Это же мама. Может, у нее считанные дни остались. Я даже догадываюсь, как поведут твои тесть и теща. Они будут убеждать, что самый лучший вариант для мамы – это дом престарелых. Можно подумать, старость их не коснется. Наша мама пусть неграмотная, но 100 раз интеллигентнее их. А может,
В самом деле, маме в доме престарелых будет лучше. Там они будут общаться. Я буду часто навещать. Соображаешь, нет? О чем говоришь? Маму в дом престарелых, при живых, здоровых сыновьях, маму, которая нам жизнь подарила, под конец так опозорить. А ты знаешь, что ты после этого знаешь? Ну говори, не стесняйся. Ладно, остынь, а то далеко зашли. Пойдем искупаемся. Остынем оба. Оказывается, для своих сыновей я стала обузой. Моя жизнь для них проблема. Господи, где же ходит моя смерть? Зажилась я, и дети замучились со мной. Из-за меня они не могут спокойно жить и работать. Я родила их на счастье. Ради них прожила жизнь. Ну а сейчас я же им причиняю беспокойство. Я же им мешаю жить. За что мне все это? Георгий, опять будешь ругать меня? Но я не могла иначе. Мне хочется забыться и не помнить ничего. Я есть, в то же время меня нет. Понятно? Для тебя меня нет. Но боль в сердце мне не дает покоя. И водка не может заглушить эту боль. Так больно и мучительно. Помнишь? Тогда тоже ты баню истопил.
Сама пришла к тебе. Хорошо помню тогда от удивления широко раскрытые глаза. Растерялся ты тогда. Посмотрим, как сейчас поведешь себя. Я пришла. Пришла сама. Георгий! 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 Где ты? Спрятался? Или я тебе противна? Эй, прапор тут! Прапор, выходи! Я тебя вызываю на дуэль. Вилами будем кидаться через забор. Стоять на месте. Кто первый попадет, я или ты? Как гладиаторы. Пусть судьба рассудит, с кем быть, Мариша. Какая жара, я разденусь. Отвернись. Мариша! Мариша, это ты? Ты там, в бане? С ним. Чур, не смотри, стесняюсь, не совсем отвернись. Мариша, кому говорят, выходи. Слышать не желаешь. Выходи быстрее. Ну, тогда знайте, не позволю издеваться над собой. Пора мне. Я так решила. Не стану дожидаться, когда придут за мной. Лучше самой уйти, чем быть обузой своим детям. Я им мешаю жить. Из-за меня у них проблемы в жизни. Листья тоже распускаются, зеленеют, потом желтеют и опадают, потом новые листья вырастают. Отпавшие листья на земле сгниют, землю удобряю, чтоб трава зазеленела. Когда время придет, и нам пора. И вот мое время пришло. Ты кто, Виталий? Тогда ты Георгий. Живите счастливо. Мисаила, не давайте в обиду. Где же он, не видать его? За скотиной пусть присмотрят, они так и норовят в огород. Могут потоптать траву. Вечерами пусть калитку закрывают, чтобы злые духи не проникали. Пусть проследит. А я ему потом конфет куплю. Любит он сладкое. Совсем забыла. Я же ему мелочь приготовила. Оставляю. Любит он звон монет. Ты передай ему. Смотри, отдай все деньги чужого. Не смей трогать. Отдай. Пусть радуется. Мне пора. Не поминайте лихом. Если обидела чем-то, простите. Не держите зла.
А что, баню истопили? Запах идет. Не мешало бы помыться. Но до заката надо дойти. Ночью страшно будет идти. Ночью дурные мысли приходят в голову. До темна надо дойти. Думаю, помыться отпустят на время, пока совсем не забрали. Нет, нет, мне надо уйти. Зачем вам лишнюю головную боль? Я вам желаю только добра. Ради вас жила. Не хочу портить вам жизнь. Вы же дети мои, мои кровинушки. Хочу, чтобы у вас было все хорошо. Когда у вас все ладно, на сердце спокойно. Ну ладно, пора много болтать, душу теребить. Ухожу. Прапор, говорил тебе, не надо меня злить. Срок тебе дали, но ты не послушался. Теперь пеняй на себя. Мариша, с этого момента ты у меня не существуешь. Растоптала ты мою душу. Предупреждал, не стоит с ним связываться. Ребенка можем взять с детдома. Зачем нам его ребенок? Алеша, что ты вытворяешь? Опомнись. Мариша? Откуда ты? Из бани? Из какой бани? Что ты, Алеша? Мама предупредила, что ты как ненормальный убежал куда-то. Я сразу поняла и следом за тобой сюда. Алеша, опомни, с ума не сходи. Прошу тебя, я же люблю тебя. Мне кроме тебя никто не нужен. А кто в бане? Откуда мне знать? Меня там не было. Чей голос был? Я слышал смех. Что за смех, Алеша? Опомнись. Давеча я слышал смех, женский смех. Тебе, наверное, показалось. Георгий, где ты? Только что был здесь. Только что шептал мне такие нежные слова, а теперь ушел. Никому я не нужна, а сама себе противна и жить противно. Это же Соня, ее голос. Соня? А где ты? А где же мне быть? Рядом с тобой стою. Мы всегда будем вместе. И идем.
Мой Отелло. Я и думать не могла, что ты можешь быть таким ревнивым. Разве так надо любить? Дурак я, какой же дурак. Недаром говорят, что любовь зла. Это болезнь. Я болен, потому что люблю тебя, Мариша. Георгий, завтра ты уедешь, я останусь одна. Совсем одна. Без тебя опустеет белый свет. Как жить дальше? Нет жизни. Георгий Дещук. Нет любви, нет Георгия. Щук! Георгий Манран Сивенне. Охладел ты ко мне, Георгий. Георгий. Мунджуда И Сивесана. баня твоя холодной стала, Я Сивенне как хован твое чиновики. сердце. Оставатны. А помнишь, Джухберич. тогда было так горячо, Георгий. очень, как Хотя бы твое на тело. шинерень хуцаерат. Георгий, давай баню Я еще не раз могу. натопим, чтобы было горячо, как Вот ты тогда. не изыгель? Принеси дров, Юман, вот ты не- дубовых, Валхерюри. от них жар сильный. Мунчаоша не дебара. Согреем наши души, тогда и любовь вспыхнет. Хотя, если Неси дрова, ты не изыгель, я растоплю. Хотя, Вот тут и спички есть. Не Мне хочется страстно любить тебя и сгорать от любви к тебе. Георгий! Хотя прилещен загаяттар. Бери. Какой ты горячий был тогда, обжигал меня словно огонь. Чунада, Георгий, вместе сгорая, Едет, мы посадок. очистим тело и душу. Адя! Адя! Георгий! Утла. Вери. Жарко. Сан. Юрада. Очень жарко. Георгий. Твое пылкое сердце обжигает меня. Жердеть. Сундарать. Это. Узбек. Мне Вери. Юрада. не выдержать этого. Дай мат. Топ. Мама, нет, нету ее.